Лучшая работа режиссера, лучшая работа художника, лучшая мужская роль, лучший актерский ансамбль. Всех этих наград был удостоен Государственный русский театр драмы на масштабном международном театральном фестивале «Русская комедия», прошедшем в Ростове-на-Дону с 7 по 13 октября. Как рассказал директор Русдрамы Ираклий Хиндба, подготовка к ответственному событию, участию в одном из первых всероссийских театральных фестивалей с 30-летней историей, началась за несколько месяцев. Очень авторитетное жюри, экспертный совет и ряд номинаций. Мы когда получали приглашение и уже как-то занимались организационными вопросами, конечно, у меня даже в мыслях не было того, что мы там что-то должны получить, какие-то награды, потому что там театры из Москвы, из Санкт-Петербурга, причем театры известные, из других стран, из Беларуси в частности. И хотелось просто хорошо выступить, там, показать наш спектакль. К счастью, приехала режиссер Олеся Невмержицкая из Москвы. Она приехала специально, чтобы порепетировать этот спектакль. В результате мы приехали в Ростов, и, что важно, расходы, связанные с нашим участием, взяла на себя Ростовская область и Министерство культуры России. Потому что это большой коллектив, это проживание в гостинице, это питание, это провоз декораций. Русдрам представил российскому зрителю спектакль «Пастух Махас», уже популярный на родине, однако не показанный за пределами Абхазии. По словам Ираклия Хиндба, спектакль произвел фурор. Все билеты были раскуплены заранее, а зал переполнен. «Пастух Махас» — это наш хит. Это спектакль, который идет при аншлагах. Мы его можем играть 3-4 раза в месяц, и зал будет всегда полон. И когда вот есть и зрительский успех, и в то же время высокий художественный уровень, вот тогда получается тот спектакль, который можно признать удачей. Удачей репертуарной и творческой удачей. Так что «Пастух Махас» отправляется на гастроли скоро в Йошкар-Олу. 24 ноября мы его будем там играть. Если вы откроете сайт театра в Йошкар-Оле, вы увидите, что на этот спектакль практически нет билетов. Ираклий Хиндба также подробнее рассказал о лауреатах фестиваля. Я просто, честно говоря, испытал какое-то удивительное чувство гордости за наш театр, за страну нашу, потому что мы получили награды в престижнейших номинациях. Виталий Янкович Кацпа, главный художник нашего театра и главный художник Абхазского театра, вообще многолетний театральный художник. И он получил награду как лучший художник фестиваля, хотя там такие спектакли, такие персоналии, знаменитые, просто известнейшие, также вот принимали участие в этом фестивале. Это, конечно, наши актеры, причем сразу 2 актера получили премии за лучшую мужскую роль. Это Саид Лазба, который играет Махаза, и Джамбул Жордани. Ну, за Джамбула я очень рад, и просто это вот признание его действительно заслуги, его той формы актерской, в которой он сейчас находится. У него тоже расцвет сегодня, и как у актера, и как у режиссера, вообще как у театрального деятеля. За Саида я просто счастлив, потому что вот для молодого актера такой вот он сделал прорыв в своей творческой карьере и сыграл вот такую удивительную роль и создал удивительный образ, который запоминается и западает в душу. Гастроли и участие в подобных масштабных проектах, по словам Ираклия Хиндба, не только полезны театральной труппе, но и очень ответственны для всего театра. Мы стараемся, чтобы все спектакли, которые в нашем театре выходят, обладали так называемым экспортным качеством, чтобы их не стыдно было показать за пределами, и самое главное, не просто не стыдно, а чтобы это формировало представление об Абхазии как о культурном центре вообще региона всего Кавказского, как минимум Кавказского региона. В конце концов, это и есть вот задача театра. Театр не должен быть вещью в себе. Театр должен помогать продвигать какие-то важные смыслы, в том числе о стране, о народе.
Спектакль «Пастух Махас» – одна из самых известных новелл эпического романа Искандера Сандро из Чегема. Это история о немногословном, мужественном Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей. Глубокомысленное высказывание о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды. Рада Чачава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.